15 мая уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Рустами Эмомали в столице страны сдали в эксплуатацию новое здание Дома бракосочетания Касри-Бахт. Строительство здания начато в 2019 году и завершено на высоком качественном уровне с учетом современных требований. В здании созданы необходимые условия для проведения церемонии регистрации браков молодоженов. Со сдачей в эксплуатацию объекта решилась многолетняя проблема работников Дома бракосочетания Душанбе, связанная с отсутствием соответствующих удобных рабочих мест. Касри-Бахт состоит из 3 этажей. На первом этаже находятся просторные современные коридоры, которые оснащены креслами и другим необходимым оборудованием. Здесь созданы залы национального бракосочетания и европейского бракосочетания. Молодожены по своему желанию могут регистрировать свои браки в них. В каждом зале имеется возможность одновременно обслуживать около 70 человек. Залы обеспечены современными условиями и возможностями, что создает благоприятную среду для тех, кто делает первые шаги к самостоятельной жизни. На втором этаже Дома бракосочетания расположены 4 учебных кабинета, на третьем этаже еще 15 других, которые обеспечены современным необходимым оборудованием. 2 других просторных зала внутри здания предназначены для проведения собраний и мероприятий. С целью правильного сохранения документов граждан, состоящих на государственном браке, внутри здания создан отдельный архив. В объекте также установлена современная система подачи тепла и холодного воздуха. Новое здание Дома бракосочетания создано в одном из самых зеленых уголков на территории государственного учреждения Наврузгох в Душанбе, а его экстерьер оформлен в уникальном архитектурном стиле. Уважаемый Эмомали Рахмон в этот же день в Доме бракосочетания принял участие в церемонии бракосочетания 10 молодых пар. На этой церемонии глава государства вручил молодоженам свидетельство о браке и денежные подарки. Далее уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Рустами Эмомали в районе Сино столицы сдали в эксплуатацию новое здание государственного учреждения гостиницы «Истеклол» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Новое здание гостиницы состоит из подвального помещения и 6 этажей, где расположены 60 номеров, в том числе 4 номера люкса. Новое здание гостиницы создано за счет денежных доходов государственного учреждения гостиницы «Истеклол» в течение 2 лет современным дизайном и в соответствии с национальной архитектурой. Со сдачей в эксплуатацию этого современного объекта в Душанбе 15 человек обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей заработной платы, а также улучшилась туристическая инфраструктура и появились возможности для обслуживания на высоком уровне гостей внутренних и зарубежных туристов. В здании гостиницы также имеется столовая на 90 посадочных мест, где гостям 3 раза в день подают горячую еду. В новой гостинице имеется возможность одновременно обслуживать до 50 клиентов. Гостиница оснащена всем необходимым оборудованием и мебелью. Обслуживание здесь налажено с учетом международных норм. Вдобавок к этому красивая и благодатная местность является одним из преимуществ, что привлекает зарубежных гостей и туристов. Для выполнения строительных работ на объекте были привлечены высококвалифицированные местные специалисты, а созидательные работы были завершены на высоком качественном уровне в соответствии с современными требованиями архитектуры и градостроительства. С учетом широких возможностей обслуживания в новом здании гостиницы «Истеклол» 2, 3 и 4 этажи, где расположены кабинеты с достойными условиями для расширения деятельности, будут предложены отечественным и иностранным компаниям. Основной корпус государственного учреждения гостиницы «Истеклол» состоит из 9 этажей и 64 номеров, 8 из которых люксовые. Здание в течение многих лет обслуживает отечественных гостей и зарубежных туристов. В целом в 2 корпусах гостиницы «Истеклол» работают 76 человек. В случае увеличения числа клиентов и их обслуживания еще 25-30 человек будут привлечены к работе. На территории гостиницы имеется современная спортивная площадка, ресторан, бассейн и парковка. Общая площадь государственного учреждения гостиницы «Истеклол» составляет около 5 гектаров. В этот же день уважаемый Эмомали Рахмон вместе с уважаемым Рустами Эмомали в районе Сино столицы сдали в эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью Oriyo Medical. Новое производственное предприятие было создано в Душанбе при участии местного предпринимателя Файзали Ходжиева. Деятельность компании Oriyo Medical ориентирована на производство медицинских принадлежностей, в том числе одноразовых систем для утилизации, одноразовых защитных масок, гинекологических зеркал, внутривенных игл, шприцев, различных размеров
размеров и антисептических растворов. Нужно отметить, что у нас в стране такая деятельность организована впервые. Оборудование и производственные линии компании импортированы из передовых стран мира, включая Китайскую Народную Республику, Японию, Польшу и другие, и установлены с привлечением отечественных специалистов. Для организации производства в соответствии с международными стандартами сотрудники предприятия освоили нюансы работы с производственными линиями в Китайской Народной Республике. Продукция современного промышленного предприятия в столице является импортозамещающей и экспортной. Производственная мощность предприятия в сутки составляет 138 тысяч одноразовых систем, 273 тысячи одноразовых защитных масок, 11 тысяч гинекологических зеркал, 13 тысяч антисептических растворов, 400 тысяч шприцев различных размеров и более 40 тысяч внутриматочных игл. В год имеется возможность производства 50 миллионов одноразовых систем, 100 миллионов одноразовых защитных масок, 15 миллионов игл-бабочек, 3,5 миллиона гинекологических зеркал, 150 миллионов шприцев различных размеров и 5 миллионов единиц антисептических растворов. Компания имеет потенциал увеличить в будущем производство шприцев различных размеров до 300 миллионов штук в будущем. Отныне предприятие Oreo Medical позволит сократить импорт данного вида медицинских изделий из-за рубежа и полностью обеспечить потребности населения такой продукции за счет отечественных производителей. Со сдачей в эксплуатацию Oreo Medical 200 граждан страны, в основном женщин, обеспечены постоянными рабочими местами в 2 смены и хорошей заработной платой. Предприятие имеет 4 производственных участка и вспомогательные помещения, 1 сборочную площадку, а также склады сырья и готовой продукции. Сборочный цех предприятия состоит из 6 частей. Оборудование доставлено из Китайской Народной Республики, а электроника и компьютеры из Японии. На территории формовочного цеха будут установлены 4 единицы оборудования. Есть возможность производить 400 тысяч единиц разовых систем в день. Медицинские материалы, выпускаемые предприятием после полной установки, проходят экспертизу и упаковываются. Готовая продукция предприятия после полной упаковки отправляется в комнату дезинфекции и дезинфицируется оксидом этилена в течение 8 часов. Участок дезактивации предприятия состоит из 2 комплексов, в том числе специальной камеры дезактивации объема 18 кубометров, управляющих компьютерами и передовыми мировыми технологиями. После этого этапа продукция будет храниться на складах в течение 5-10 дней и выставляться на продажу с заключением соответствующих государственных органов. В целом предприятие имеет 3 склада, в том числе склад сырья и склад готовой продукции. Склады предприятия оборудованы в соответствии с действующими международными требованиями и оснащены гигрометрами и психометрами. Oreo Medical имеет еще несколько вспомогательных объектов, которые подключены к единой системе вентиляции и контролируют микроклиматическое обеспечение производственных площадок. По мнению экспертов, этот процесс внесет значительный вклад в производство качественной продукции в соответствии с международными требованиями с целью улучшения здоровья и безопасности. Оборудование марки Kingspan H13 HEPA Filter, установленное в вентиляционной системе предприятия, производится в Польше и признан европейскими экспертами, учреждениями и Центром гигиены и эпидемиологии Российской Федерации. С помощью этого оборудования подача воздуха доводится до класса А стандартной системой надлежащих производственных операций GMP. Нужно отметить, что Oreo Medical – 3-е производственное предприятие в стране. В 2021 году исполняется 20 лет Шанхайской организации сотрудничества. В соответствии с положениями организации в 2021 году председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло от Российской Федерации к Республике Таджикистан. В этом направлении наша страна разработала ряд подготовительных программ для проведения политических мероприятий на высоком организационном уровне. Председательство Республики Таджикистан в ШОС осуществляется в соответствии с основными документами организациями, последовательным выполнением международных договоров, резолюций и программных документов и договоренностей, содержащихся в итоговых актах Совета глав государств. ШОС – межправительственная организация, созданная для многостороннего сотрудничества в области безопасности в 2001 году главами Таджикистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Китая и Узбекистана. В рамках подготовительных работ к встрече 20-летия ШОС 8 октября 2020 года уважаемый Эмомали Рахмон утвердил
утвердил концепцию председательства Республики Таджикистан в ШОС на 2020-2021 годы. Согласно концепции, разработаны основной и внутренний план действий, включающий более 100 мероприятий. Годы независимости Республики Таджикистан. В результате реформ значительные изменения произошли в сфере образования. Наряду с традиционными учебными учреждениями в сфере образования начали создаваться школы нового типа и частные гимназии. В данном контексте в Нурабадском районе для развития сектора образования предпринимаются решающие меры. При поддержке местных предпринимателей в районе ежегодно сооружается и сдаются в эксплуатацию ряд вспомогательных объектов из числа средние общеобразовательные учреждения. Вклад в образование является предпосылкой процветающего будущего для любой нации. Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию новых учебных заведений по всей стране за последние несколько лет стали намного более новыми в рамках мер по улучшению. Сегодня для достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан наряду с увеличением финансирования в этой области предприниматели страны за счет средств бюджета также несут значительный вклад в строительство и ввод в эксплуатацию новых образовательных зданий. Текущий год для развития отрасли коконоводства был самым удачным. Коконоводы района Джалалдина-Балхи Хатлонской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в текущем году после увеличения масштабов производства показали хороший результат. В текущем году для производства качественного сырья с республиканских предприятий для 908 сельских хозяйств были завезены порядка 630 коробок шелкопряда. В данном контексте опытные коконоводы смогли собрать более 30 тонн сырья. Нужно отметить, что для улучшения развития данной отрасли в стране разработали государственную программу до 2020 года. Данная программа прежде всего дает возможность расширить деятельность сферы и тем самым повысить экономический уровень государства в целом. В настоящее время все пункты приема коконов задействованы работой. И ежедневно труженики собирают по 40 тонн качественного сырого материала. Традиционная одежда таджиков имеет свои особенности в каждом из регионов, отличаясь по цвету, вышитыми узорами и фасоном. Но общие признаки у национального костюма все же общие. Национальная одежда для каждого государства является традицией, обычаем и почитанием национальности. Таджикская национальная одежда является одним из основных культурных аспектов нации. Она является важной составляющей национальной культуры страны. Сегодня глаза радуют, видя, как в весеннюю пору таджикские девушки и женщины наряду с атласом и адрасом надевают разнообразные национальные платья. Национальная одежда – это элемент нашей истории, культуры, традиции, и к ней нужно относиться с большим уважением. Это уважение необходимо воспитывать с детства. Поэтому следует помнить, что национальная одежда – это прежде всего выражение красоты, элегантности и единства людей и природы.